Между клубами Ухта и «Новая генерация» давно сложилось принципиальное соперничество. Это противостояние можно сравнить с московским «Спартаком» и питерским «Зенитом». А потому коми-дерби стабильно собирает на трибунах огромное количество болельщиков. Но профессиональные клубы – это вершина пирамиды, основанием которой служат детские секции и спортивные школы. А именно за ними – будущее мини-футбола. К слову, работу нашей республики со спортивной молодежью уже успели оценить комментаторы Матч ТВ. Что меня затронуло до глубины души, когда был в Республике Коми, удалось объединить поездку и в Ухту, и в Сыктывкар, это то, что после игр профессиональных команд взрослых там сразу выходят детишки, либо любители. На одной и той же площадке там городские и юношеские соревнования, целая система. И вот за это низкий поклон всем, кто это организует, невероятная работа. И поэтому вот в этом регионе действительно наблюдается именно футзальный, или пускай кто-то говорит, мини-футбольный бум. Это правда. Это правда, действительно. И если мы возьмем Ухту и новую генерацию, посмотрим на количество любительских команд, а также посмотрим на население этих городов, то по этому соотношению, это самые лучшие города в России. Именно по любительскому футзалу. Даже не Питер, где мы восхищаемся, да, количеством любительских команд, а вот именно Республика Коми. Как ни странно, самый популярный вид спорта в Коми не лыжи, а футбол. В него играет около 23 тысяч жителей республики. И, как отмечают местные федерации, это результат работы целой системы развития данного вида спорта. В Республике Коми самая, наверное, разбалансированная система развития мини-футбола, то есть футзала. Потому что, если говорить откровенно, то действительно, у нас есть низовой уровень, там спортивно-республиканская школа, есть спортивные школы в районах, городах. У нас есть большая сетка мини-футбольных академий, потому что они разные там, да, направленности. У нас есть юношеские футбольные команды, которые играют, значит, там Ю-16, Ю-18, это и в Ухте, и в Сыктывкаре в чемпионате России. У нас есть дублирующие составы команд Суперлиги, которые играют в высшей лиге. Ну и две команды, которые играют в самом элитном дивизионе Суперлиги, Ухта и «Новая генерация». Интересно, что ветераны мини-футбола республики тоже не отстают от молодежи. Ежегодно в Коми проводятся турниры, где играют команды, возраст игроков которых превышает 50 лет. А в прошлом году в республике состоялся уникальный матч даже по меркам страны. Мы собрали две команды 70+. Две команды 70+, и когда я спрашиваю, ну что, давайте 5 минут тайма, я говорю, нет, мы будем 10 минут бегать. Хотя я говорю, может, вы не добежите до конца, не будете в этой части. Все случилось, все получилось, и это, я считаю, очень уникальная вещь, потому что я что-то в России не видел такого, чтобы две команды 70 лет, значит, выходили на поле и радовались игре и жизни в этой части. Если вернуться к профессиональному футболу, стоит отметить, что клуб Ухта сейчас является лидером Суперлиги, а «Новая генерация» идет на 8-й строчке в турнирной таблице и попадает в зону плей-офф. Велики шансы, что к концу сезона наша республика сможет подняться в рейтинге развития мини-футбола России на верхнюю строчку. Тем более, что от второго места мы отстаем всего на 1 балл. Павел Королев, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.